Самые древние песни удмуртов исполнялись на свадьбах, на празднике первой борозды, на Масленицу и по самым разным поводам, из которых состояла веками устоявшаяся жизнь удмуртской деревни. До, ре, ми – только 3 ноты в основе многих и многих древних песен. Многие музыковеды и работы Грубера нам говорят об этом. Многие древние племена, вернее, которые исполняли песни, невозможно расшифровать. Это и как будто птицы поют, птичье пение, какие-то фаршлаги, какие-то глиссанды. Там такой диапазон огромный, 1,5–2,5 октавы. Это уже древнее пение. Но, очевидно, это какая-то первая ступень, когда еще не найден основной устой. Там, как называемая тоника. А вот мы здесь имеем вот ту стадию, когда вот уже найдено вот это вот то, к чему постоянно хочется вернуться. Чуть позже над удмуртскими лесами разносится более сложная мелодика народной песни. А еще позже настолько сложная, что повторить ее человеку иной культуры сразу практически невозможно. Среди удмуртов, поющей нации, нет человека, который бы не пел. Поют всегда и все вместе. Но при этом считается, что поющий человек несчастен. Есть такое предание, есть такое мнение среди удмуртов, что поющий человек – несчастный человек. Тот, кто хорошо умеет петь, у него как бы складывается судьба не очень счастливо. Например, когда по разным абсолютно локальным традициям собираешь материал, то есть бываешь и на севере Удмуртии, у бесермян, у южных удмуртов, у завятских удмуртов. Везде так говорят. Деч устой адями, устой кирчач, шутен лоя. То есть хорошо поющий человек обычно бывает в жизни несчастлив. А так, вообще-то, в удмуртском фольклоре песня – это, вот в южно-удмуртском фольклоре, это гур, слово гур, а с общепермского корня это означает плакать. То есть петь значит плакать. И, по-видимому, здесь имелось в виду, когда удмурты поют, они начинают плакать во время пения. И вот через плач происходит какое-то очищение, осветление, одухотворенное состояние возникает. И как бы они вот освобождаются, что от каких-то горестей, переживаний через плач. Например, вот такой текст. В лес я часто ходила дрова рубить. Как дрова рубить, мне очень хорошо известно. В детстве я часто пела, хотя мама говорила, что буду несчастливой. И в песнях, и в поверьях вот такая прослеживается позиция, что много поющих бывает несчастливым. Сколько я не работала и с другими своими коллегами, и выезжала и в Марийской деревне, и в Кряшинские, и в Татарские, и башкирские. Вы знаете, я таких вот поверий не записывала. Почему только у удмуртов такое? Хорошо поющий человек несчастлив. Ни у каких других народов нет такой формулы. Ученый Ирина Нуриева предполагает, что в древности певец был проводником между миром живых и миром иным, тем, где обитают боги или души умерших людей. Такая миссия накладывала обязательства и усложняла собственную жизнь певца. С чем это связано, трудно сказать, может быть, и с тем, что вот эти песни, настоящие песни, они рождались именно в момент каких-то переживаний, каких-то через страдания выходили эти песни. А так, вообще-то, страдания, через страдания. Валентина Пудова поет для самых разных аудиторий, в самых разных уголках республики, страны и мира. И везде пронзительная боль удмуртской песни находит самый живой отклик.
В наших архивах сохранилась запись песни в исполнении Валентины Пудовой. Героини программы «По соседству мы живем» слушают и сопереживают всей душой. Когда я ездила на конкурс в Челябинск, проводы в армию, единственное сказать, что это проводы в армию. И когда я спела эту песню, в этом зале не было удмуртов, но тем не менее принимали просто великолепно. Все, практически все набрало. Народная песня – это есть душа. Народная песня никогда не умрет. Чук султи, азваре поти, учепилеш хваразе кили, пичи учепи, бърди сачирде. Джожьос ме вераса киште, пичи учепи, бърди сачирде, джожьос ме. Поют удмурты и в доме, и на празднике. Кто-то на сцене профессионально, как Валентина Пудова. Кто-то любительски, но с душой, как Николай Васильевич Кедров, запевала алнашского хора ветеранов. Уже и песни авторские, уже и мелодии новые, современные, а не прерывается традиция истинно печальной и задушевной удмуртской песни. Nolgem potem возьясь конме, войти шулгере горе. Nolgem potem возьясь конме, войти шулгере горе. Вся жизнь в этой песне. 50 лет вместе супруги Кедровы. 3 детей вместе на ноги поставили и песен много спели вместе. Поющий народ, как и любой другой на земле, родил и счастливых людей, и несчастливых поровну, а песни сочинял по преимуществу грустные. Красивой одежды уже не хочется. Вот все богатство, здоровье. А что же хочется и еще? детях. Красивая одежда. Они внимание оказали в старости уже. Ну, любите, ну, так. Я каждый день меняла Вот такая. платье. А тебя, Берем. бабуля, тебя дочка балует. Кулевел, кечри тошмес, углунике юем. Кулевел, титрез дишкот, крымнерке берешме. Кулевел, титрез дишкот, крымнерке берешме. Кулевел, дечта залы, сомедвайо збайлы, меду дало зморден пи. Валентина Пудова утверждает, что радуется каждому дню и несчастливо себя не чувствует. Я счастлива, я удачлива, я красива, я талантлива, я здорова. Даже этому надо радоваться.
Ну, определенные пласты уходят фольклора. Так-то все равно фольклор не может уйти, потому что человек все равно поет. И есть фольклор и студенческий, и детский, городской фольклор, он есть. Но вот эти вот пласты традиционные, они вот уходят с более старшим поколением. Вот это жалко, потому что все-таки традиционный фольклор, обрядовые песни, они очень сложные, но они являются вот тем фундаментом, тем вот чистым родником, на котором все формируется, вся музыка, из которого выходит. И если они будут исчезать вот из живого такого исполнения, мы, конечно, будем их брать в музеях, там, слушать на компакт-дисках, но все-таки компакт-диски и музейные коллекции, они уже теряют ту живость, то вот, естество, красоту, она теряется. По представлению удмуртов, жизненный цикл состоит из 3 свадеб. Новорожденному устраивали нуны-щуан, свадьбу младенца. Ребенок как бы обручался со всем белым светом. Пели песни. Вырос человек, и на его свадьбе пели о том, что прежняя жизнь осталась по ту сторону большой реки. Семья, дом, дети. Умер человек. Из сундука снова достают свадебное платье, то самое. Снова поют свадебные песни. А из века в век принято было петь ту песню, которую любил ушедший человек. Любил или сам придумал. А таких песельников, создателей, творцов своей песни было и есть много на древней удмуртской земле.